Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня я сделаю отсыпку для вас на такую тему: что спешит торопиться в вашу жизнь. Что спешит торопиться, а вы и не знаете, и не думаете, и не ждете. Загадайте, пожалуйста, на себя и на самые ближайшие события. И пусть нужная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, что спешит торопиться в вашу жизнь, а вы и не ждете? Тут правда спешит торопиться в вашу жизнь. Правда, которую от вас очень долго скрывали, и скрывали как будто бы несколько людей. Правда спешит раскрыться. Вам нужна эта правда. Вы в неведении находитесь, как будто бы живете с закрытыми глазами. Здесь по велению, я так понимаю, высших сил, правда вам раскроется. Я не могу сказать, что это правда какая-то приятная. Скорее, это правда немножко болезненная. Но с другой стороны, когда вы все узнаете, у вас глаза откроются, вы поймете, кто вас окружает, с кем вы живете, с кем вы работаете, кто друг, кто враг, кто просто так. Да, вот что-то от вас скрывают люди, причем намеренно, усердно скрывают, но правда прорвется, всю правду вы узнаете. Правда с горьким привкусом, но тем не менее это вам во благо, это вам на пользу пойдет. Как пришло время, либо придет время узнать все, как оно есть, раскрыть все тайные секреты, получить важную информацию и прозреть, да, наконец-таки, чтобы пришло прозрение в вашу жизнь. Вот два человека усердно от вас правду скрывают. И еще, мои хорошие, так, еще в вашу жизнь спешит торопиться любовь. Любовь, причем любовь такая, знаете, очень огненная, страстная, такая, знаете, с ума немножко сводящая, накрывающая с головой, с правой стороны. Взаимная, сразу говорю, очень взаимная, но при этом немножко вот как сумасбродство, знаете, как вот прям молодые влюбленные люди, там, которым там по 18 лет, которые кроме любви ничего не видят, вот они в любовь с головой уходят. Вот и в вашу жизнь летит такая любовь. Человек, ну буквально у вас уже где-то вот при пороге на дороге, понимаете, движется в вашу сторону и совсем скоро вступит на ваш порог, войдет в вашу жизнь. Человек невероятно красивый. Причем красота у этого человека не только вот внешние, да, эстетические данные, но и внутренние. Да, человек прекрасен изнутри, замечательное сердце, добрый, открытый, любить умеет, любить хочет. Вот вы как будто бы друг друга найдете. Вообще мне идет, что вы как два одиноких человека вот в огромном мире, вы вдвоем, и вы соскучились по любви, вы соскучились по объятиям, по страсти. Вы нуждаетесь в том, чтобы любить и ощущать взаимную любовь. Как будто бы сама судьба направляет этого человека в вашу жизнь, и вот встреча совсем скоро состоится. Девушки, женщины, мужчины, все одинаково идет. То есть, если вы мужчина, то на пороге вашей жизни стоит прекрасная женщина, с кем будет любовь. Если вы женщина, то мужчина стоит на пороге вашей жизни. То есть судьба знает, кого привести, судьба знает, что делать с вами двумя. Вы как-то очень друг к другу подходите, причем подходите не только вот по душе, по сердцу, но еще и в интимном плане очень друг к другу подходите. Тут такие страсти, ну, извините, конечно, но очень похоже, что еще в жизни вы такого не испытывали. Вот именно слияние души и тела. То есть идеальная стыковка, совпадение. И так хорошо вам еще ни с кем не было. Ну, то же самое справедливо для того, кто идет в вашу жизнь. То есть при любых обстоятельствах, неважно где, неважно как, но вы обязательно познакомитесь. И вот мне идет, что вспыхнет невероятно страстный роман.
страстный, с ума сводящий, накрывающий с головой, такой жгучий, яркий, да, вот такие страсти будут очень необычные. Прям почувствуете, что вы теряете, не знаю, там, интерес к жизни, да, с головой уходите в любовь. Но вам это нужно, вам нужны эти эмоции. Человек идет не просто так, потому что судьба направляет, да, вы друг другу нужны. Такой момент. Еще, мои хорошие, показано, что совсем скоро вот какие-то люди пожалеют о том, что вас обижали. Обижали, критиковали, какие-то козни вам строили, палки в колеса вставляли. Благодаря этим людям вы как будто бы чего-то лишились, либо вы живете с болью в сердце, да, вот они причастны к этому. Это несколько людей, это не один человек, их несколько, может быть, они каждый в своем, да, вам боль причиняли. У кого-то отыграется, что это группа людей, которые осознанно объединились для того, чтобы что-то делать против вас. Они очень сильно пожалеют. Я вижу, что эти люди, ну, они не только прощения будут просить, они будут просто вот хвостиком за вами бегать для того, чтобы вы что-то изменили в их жизнях, либо что-то сделали. Вот они будут от вас зависимы. Либо только лишь от вас будет зависеть жизнь и судьба этих людей. То есть сейчас они там рожи корчат, да, они смеются над вами, высмеивают, там, обижают вас. Но буквально вот не за горами тот день, когда эти люди будут бегать с протянутой рукой, умолять, уговаривать, чтобы вы им чем-то помогли, либо что-то для них сделали. То есть полностью зависимы от вас станут эти люди. Как бы они об этом не знают и даже не догадываются, но судьба неумолима, уже все придумано, продумано и прописано. Да? Вот идет такой момент. Мне идет, что именно в этот момент вы получите свою сатисфакцию. Да? Уже вы будете решать, как поступить, на зло ответить справедливо, либо все-таки как простить, понять и помочь. То есть все будет зависеть от вас. У вас карт-бланш, вы можете делать, что хотите. Можете их послать, можете там высмеять, поиздеваться над ними. Ну, а можете простить и помочь. Понимаете, уже вы будете действовать по-своему. Но они полностью будут в вашей власти и полностью будут зависимы от вас. Эти люди, которые вас обижали, либо продолжают обижать в сегодняшнем дне. Дальше, мои хорошие, развод чей-то вижу. Здесь как люди разведутся. Причем разведутся как-то, тихо, спокойно, что ли, без лишних там эмоций. Спокойно разводятся люди, мне идет. Не знаю, почему-то для вас это важно. Может быть, вам трудно получить развод, либо вы уже давно вместе не живете, но официально вы там женаты, допустим. А может быть, эти люди, они вам знакомы, и вы за них переживаете, как сами за себя. Вот, а они там никак не могут договориться. Но вот мне идет, что какие-то люди разведутся. И вы так с радостью принимаете это событие и думаете, слава Богу, хоть что так хорошо все закончилось. Как развод какой-то показан. Дальше, мои хорошие, здесь какое-то рабочее предложение, либо предложение по поводу работы, сотрудничества, подработки. Спешит, торопится именно в ваш дом. Для вас, либо для ваших близких, там дети, допустим, взрослые, ваш партнер, либо кто-то из ваших там родственников. Да? Вот очень крутое предложение по поводу трудоустройства, даже не просто трудоустройства, по поводу зарабатывания денег, давайте скажем так. И когда вы это предложение получите, если честно, будет как-то сомнительно, да, уж слишком оно приятное, слишком много денег обещают, либо какие-то прям невероятные условия. Но это предложение, оно правдивое. И это предложение вам идет как награда за все те отказы, которые вы уже получили. Там, где вас не принимали, где какие-то конские условия были, где от вас слишком много хотели, да, где все по блату происходило. А теперь вот как что-то меняется, и теперь именно в вас, либо в вашем близком человеке очень сильно заинтересованы. Там вплоть до того, что там уговаривать будут, да, уговаривать, пожалуйста, приди, поработай. Все, что хочешь, для тебя сделаем, но только приди и поработай у нас.
какой-то хороший такой шанс, хороший момент, когда вы можете и ставки поднять. Вы скажете, ну окей, я подумаю, но вы там зарплату мне там еще удвоите, утройте, и тогда, может быть, я соглашусь. Либо вы можете выпросить для себя, выбить для себя очень удобный график работы. Может, еще какие-то условия, да, вот вы можете улучшить это предложение, просто вот изменить до неузнаваемости. Но это не шутка, это не розыгрыш, это на самом деле. Если воспользоваться этим предложением, то точно никто не останется в обиде, никто не пожалеет. Работа очень хорошая, работа несложная, работа, которая и прославит, и накормит, прокормит, да, и закроет все базовые потребности, и даже лишнее останется. Хорошая работа мне идет, очень хорошая. И это приглашение, это предложение, оно как будто бы в ваш дом приходит. Не знаю, может быть, это как рекрут какой-то придет, а может быть, допустим, там, электронное письмо, либо какое-то письменное приглашение. Может быть, вы дома будете находиться в этот момент, да, когда вам поступит это предложение. Ну, как идет к вам именно домой. И еще в вашу жизнь спешит исцеление. Но у кого-то отыграется исцеление тела, то есть физическое тело, а у кого-то исцеление души. Возможно, у вас душа болит о ком-то, либо о чем-то. Может быть, у вас проблемы с нервной системой, да, вы там плохо спите, вы страдаете от панических атак, у вас, допустим, может быть стресс, либо депрессия затянувшаяся. Вот идет мне исцеление, спешит исцеление. Опять же, вы все разные. У кого-то исцеление может быть как какая-то практика, да, может быть, это какая-то медитация, это какие-то психологические практики, у кого-то это медикаменты, у кого-то это какое-то вот лечение, да, может там препаратами, аппаратами. Ну, вы все разные, и исцеление тоже для всех будет разным. Но то, что вы можете полностью исцелиться, это прям 100%. Скорее всего, вы очень по этому поводу переживали. У кого-то, например, руки опускались, потому что вам ставили какие-то ужасные диагнозы, и вы понимали, что вот вылечиться практически невозможно, либо это очень дорого, либо вы, например, не имеете доступа к хорошим специалистам, хорошим там, больницам, поликлиникам. Но вот идет вам исцеление, будет послано вам исцеление. Что бы это ни было, но вы при желании вы можете исцелиться, и, скорее всего, вы полностью исцелитесь. Да? Но кто будет таким пренебрегать? Ну, конечно, каждый согласится, и каждый свое лечение получит. Если у вас, не дай бог, в семье, в доме, среди родственников есть люди, которые нуждаются в лечении, но при этом у вас нет там, космических денег для того, чтобы оплатить, либо нет возможности, в принципе, да, обратиться к хорошему специалисту, то тут какие-то вот тоже вариантики вам идут, где не за все деньги мира, либо где по каким-то льготам, квотам, может быть, даже через какие-то фонды, да, будет предоставлен план лечения, либо там, может быть, куда-то можно будет съездить, там фонд оплатит, либо благотворительная организация оплатит, либо какая-то квота освободится, да, вот как-то так мне идет. Но возможность исцелиться для вас, либо для ваших близких, она здесь показана. Еще в ваш дом спешит человек для того, чтобы закопать меч. Вот он, видите, такой огромный, кстати, очень большой человек, который по характеру очень такой строптивый, агрессивный, неуравновешенный. Человек, который там может от одной искры уже воспламениться и уже себя не контролирует. Этот человек спешит к вам в дом, спешит в вашу жизнь для того, чтобы с вами помириться и раз и навсегда закопать вот этот нож, либо что это меч, чтобы больше никогда ссор не было. Человек будет клясться, человек будет обещать, человек просто будет умолять, чтобы вы дали еще один шанс. Этот человек может быть просто вашим обидчиком, да, грубияном и хамом, а может быть это человек, с кем вы, например, жизнью связаны. Да? Это может быть и родственник ваш, это может быть и там, бывший, например, либо бывшая, может быть кто-то из семьи. Прям явится перед вами и будет делать все, это все будет показательно, что вот все, я хочу помириться, я не хочу больше конфликтов, мне это не надо, я там на все пойду, я буду над собой работать, я буду менять свое поведение, свое отношение, я буду сдерживаться, я там как успокоительные принимаю, там транквилизаторы, либо еще какие-нибудь препараты, антидепрессанты, либо как там
ну, что успокаивает нервную систему. В общем, там человек будет очень убедительным, и я так понимаю, что вы поверите. Опять же, ругаться, быть в напряженных отношениях – это не то, что вы любите, это не то, к чему вы стремитесь. Вы вообще сами по себе человек очень неконфликтный, но если кто-то вас задевает, то понятно, что вы молчать не будете. Вот. Вас эта ссора, либо этот конфликт тоже очень сильно тяготил, но поскольку человек проявляет инициативу, я так понимаю, что вы скажете: ну окей, давай проверим, давай попробуем. В общем, как-то вы договоритесь. Еще в ваш дом спешат какие-то новости, которые слева летят направо. Неожиданные новости, но очень приятные новости. То, что казалось недоступным, невозможным, нереальным, вот об этом новости придут. Вы ахнете, когда эти новости узнаете, прочитаете, увидите. Может быть, это письмо, может быть, это какой-то официальный документ. Чего-чего, а этого вы точно не ждали. И у вас такое состояние немножко растерянное, но с другой стороны душа прям ликует ваша. Вы такая: чудо, это чудо, неужели это случилось, да? Но кто бы мог подумать. Смотрите, еще я вижу, что вам прям полегчает в прямом смысле слова. Скорее всего, вы действительно вот ходили, постоянно об этом думали, либо вы не могли смириться, что вот такая ситуация сложилась. Может быть, вам ваша интуиция и подсказывала, что что-то произойдет, что-то поменяется. Но вы такая: ну как это может поменяться, да? Но кто будет заниматься моей жизнью, моими вопросами, там, кому есть дело до меня? Ну вот прилетит к вам птица, прилетит, шикарная птица летит. И еще я вижу, что вы в каком-то беспомощном положении. Вот как столкнулись вы с какой-то ситуацией, что вы ничего сделать не можете. Вы считаете, что от вас ничего не зависит, и что вы жертва этой ситуации, да, жертва обстоятельств. Вы такая: ну все, ну вот как-то так, да, ну что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Но при этом у вас руки-то развязаны, да, может быть, у вас ноги связаны, вы висите вниз головой, но руки у вас развязаны. И у вас достаточно сил для того, чтобы освободиться. У вас достаточно сил для того, чтобы побороться. Чего вам не хватает? Вам не хватает какой-то информации. А эта информация, вот вам женщина сообщит об этой информации. Как только вы об этом узнаете, информация придает вам силы, и вы такая: нет, я еще поборюсь, да? Я сейчас покажу вам, из чего я сделана. Как-то очень резко начнете действовать. То вы были в положении повешенного, болтались вниз головой, получая какую-то информацию, вы резко начинаете действовать. Мало того, что вы освобождаетесь, так вы еще и чего-то добиваетесь. То есть можете в короткие сроки чего-то добиться. Женщина должна прийти и вам что-то сказать. Может быть, на что-то глаза открыть, может какую-то подсказку дать. Но она для вас прям как этот зеленый свет, да? Типа путь открыт, ты еще можешь. Либо она вас чем-то вдохновит, и вы такая: нет, я поборюсь, да, я не буду жертвой, я буду бороться. И вы знаете, вы победите. Вы действительно победите. Вы сделаете невозможное. Невозможное, да. Так, еще мне показывает мужчину, он как будто бы на копытах. Как будто бы он не человек, да, как будто бы он не мужчина, как будто бы он какой-то чертик, да, либо бес. А мужчина, который очень много плохого сделал, и у него, ну, как ни стыда, ни совести, да, абсолютный какой-то лицемер и опасный тип, да, опасный человек. То есть у него там 105 на неделю, он смотрит в глаза, врет и даже там не заикается. Он ради денег, ради своей выгоды там что угодно сделает, да, вот прямо и обманет, и предаст, и продаст, что угодно сделает, да, страшный человек. Но я вижу, что этого человека, ну, как будто бы ангелы прогоняют, ваши ангелы, ангелы-хранители. По странным причинам, по каким-то очень резким причинам этот человек очень быстро покинет вашу жизнь. Просто вот в один момент возьмет, соберется и исчезнет. Очень похоже на какой-то побег, если честно. Да? Вот люди так обычно сбегают. Они все бросают, там, собирают минимум вещей и куда-то, вот куда глаза глядят, они бегут. Не могу сказать, что за причины, но причины достаточно, я так понимаю, весомые для него конкретно, что он исчезнет из вашей жизни. Вот просто исчезнет. Был человек, да, творил свое зло, а потом раз и исчез.
И все ахнут, все скажут, а где же он, куда он делся, да? Ни с кем не попрощался, никому ничего не сказал, все свои вещи побросал, просто вот как будто бы корова языком слезала. Как освобождение идет от этого человека. Но тут больше, знаете, как ради вас это все происходит. Этот человек может вас погубить, либо очень какие-то неприятные вещи в вашей жизни учинить. И чтобы этого не произошло, ангелы буквально выдворяют его из вашей жизни. Вот резко, неожиданно и очень быстро он исчезнет из вашей жизни. Вот кем бы он вам ни приходился, что бы он там ни делал, вот его уведут, выведут, я бы сказала, даже пинком, да, погонят его подальше из вашей жизни, вылетит как пробка из бутылки. Вот так мне идет. Сейчас он присутствует, но буквально там в считанные дни его уже и как след простынет. Так, еще мне идет какая-то квартира, либо дом, вот как жилье какое-то мне идет. Здесь вам как будто бы кто-то хороший вариант предлагает. Но вариант то ли далеко от вас находится, то ли вы этот район, в принципе, не рассматривали. Допустим, да, это место вы не рассматривали. А человек прям будет очень настаивать и говорит, ну хотя бы приедь, посмотри. Да, вот понравится, не понравится, просто приедь. Да. Вот. Вы, главное, не отказывайтесь, обязательно поезжайте. Вот мне идет, что вы приедете, вы просто влюбитесь в это место, вы влюбитесь в этот дом, либо в эту квартиру. И я вам так скажу, не могу понять, что у вас в жизни. Может быть, вы на аренде живете, может быть, вы нуждаетесь в жилье, может, вы нуждаетесь в расширении, может быть, купить хотите. Да? Но вот это место, оно не только исполнит все ваши вот эти желания, закроет, но и еще подарит вам новую жизнь. Там какое-то место, оно какое-то очень благостное, там сладко спать, там интересно жить, там люди какие-то вот счастливые, там улыбаются, у них нет каких-то проблем, там, не знаю, тихо, спокойно, все под рукой, да, там развитая инфраструктура, там хороший уровень жизни, там живут приличные люди, хорошие школы, хорошие сады, хорошие там поликлиники, да, то есть все есть. Все есть. И сейчас вы вот, если на карту посмотрите, вы скажете, ой, нет, это какая-то глушь, я туда не хочу, я как там оттуда буду выбираться, там ничего нет. Но если вы туда поедете и своими глазами увидите, вы скажете, господи, да это же рай, рай на земле, я хочу здесь жить. И там еще вот мне идет, что цена какая-то очень привлекательная. Вам еще и скидку могут сделать, да, у кого-то прям, ну, меньше, чем рынок цена, а у кого-то еще и скидку делают. Не знаю, вот как вы просили, скорее всего, либо вы думали, там, боженька, пошли мне хорошую там квартиру, да, пошли мне хороший дом, там, помоги мне изменить условия моей жизни, жилищные условия, там, очень нуждаюсь там, в хорошем месте, чтобы жить спокойно, там, без стресса, без напряжения, там, чтобы мне никто там на голову не гадил, там, чтобы соседи нормальные были, а не дикие какие-то из леса вышедшие. Но вот мне идет как на ваши мольбы, на ваши просьбы, вот готов вариант. Вариант, который требует вашего одобрения. Тут мне идет, что вы влюбитесь и сразу согласитесь, скажете, да, я хочу. Но только вы должны увидеть. Когда не видите, вы смотрите на карту, либо вы понимаете, что это очень далеко, какая-то локация странная, что вот я там не хочу. А если поедете, сразу свое мнение поменяете. Плюс вас в том месте ждет действительно очень классная, спокойная, размеренная жизнь. Жизнь, где вы не от стресса с ума сходите, а где вы наслаждаетесь жизнью рядом с прекрасными людьми, да, где вы не переживаете за своих детей, которые там в школу хорошую ходят, где хороший уровень образования, где порядочные педагоги, да, они вот это вот на отвали. Там все по-другому, понимаете, совершенно другая жизнь. Ну, что есть, то есть. Конечно, выбирать будете вы. Я всего лишь читаю знаки. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.